Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ. Министерство здравоохранения Кыргызстана отмечает небольшой подъем на 5,9% заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций за последнюю неделю. Со 2 по 8 сентября зарегистрировано 1805 случаев. На прошлой неделе было 1703. При этом заболеваемость ОРВИ ниже на 1,7%, чем было за тот же период времени в 2018 году. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начинается, как правило, в холодное время года. Это связано с высокой устойчивостью вируса к низкой температуре и снижением защитных сил человека при переохлаждении, отмечают медики. Канабек Исаков поддерживает переход Кыргызстана на латиницу. Алтынбек Сулейманов предложил Канабеку Исакову рассмотреть вопрос о переходе кыргызского алфавита на латиницу. Он отметил, что все тюркоязычные страны постепенно переходят на латиницу, и только в Кыргызстане этого процесса не происходит. «Что вы думаете о переходе на латиницу?» – поинтересовался он. Канабек Исаков поддержал депутата. При этом нардеп отметил, речь по сути идет о возвращении к латинице, так как в Кыргызстане в первой половине прошлого века ее уже использовали. «Нам не нужно переходить в латиницу, у нас все это уже было. Просто надо вернуться», – отметил он. «Если будет возможность государства, то я поддерживаю переход на латиницу. Нужно поэтапно проводить соответствующие работы. Латиница помогает в глобализации и сближении тюркоязычных народов друг к другу». Канабек Исаков считает, что деятельность родительских фондов в школах должна быть открытой. Депутат Дастан Бекешев поинтересовался мнением Исакова о том, как он относится к сбору денег в школах. Исаков подчеркнул, что знает о недовольстве многих родителей этими сборами. Если государство способно в полной мере обеспечить нужды школ, фонды можно упразднить. Или нужно обеспечить прозрачность их работы. Каждый родитель должен знать, на что тратятся отданные деньги. Надо разработать такой механизм, заявил Исаков. Бекешев, в свою очередь, сказал, что ждет от него проекта закона об упразднении фондов. Кандидатуру Исакова поддержали 107 депутатов из зарегистрированных 111. Они обозначили вопросы о качестве предоставления населению образовательных услуг, издания учебников и учебных пособий, деятельности школьных и попечительских фондов, инклюзивном образовании и другие. Депутат отметил, что в сфере образования все вопросы необходимо решать комплексно, начиная от детских садов и до высших учебных заведений. Исаков пообещал учесть все рекомендации и замечания депутатов. Напомним, Гульмира Кудайбердиева подала в отставку 4 сентября. Мы сейчас относительно высших учебных заведений должны посмотреть на мировые стандарты. В каком направлении идет развитие в высшем образовании в мире? Мы должны давать качественное образование, отталкиваясь от мировых стандартов. Наша главная цель – участвовать в мировых рейтингах. Мы должны доказать, что система образования в Кыргызстане на должном уровне. Мен Сыдыгалиев Бектен Качканалиевич. Новый депутат Джорку Кенеша приступил к работе. Сыдыгалиев Бектен Качканалиевич, депутат фракции «Кыргызстан», 11 сентября на заседании Джорку Кенеша принес присягу. Решением ЦИК 6 сентября ему был передан мандат депутата. Сыдыгалиев работал в органах национальной безопасности. В 2011-2014 годах был директором антикоррупционной службы ГКНБ. Ранее ЦИК прекратила полномочия Насыра Мусаева на основании его заявления. Өзімнің атыман жана жалпы Жогорку депутаттардың атынан Бектен Качканалиевичке ишине ийгилик. Обстановка на кыргызско-узбекской границе после случая 10 сентября стабильная. Группа жителей Киргинданского Айлёк-Мөтү Араванского района вместе с главой Айлёк-Мөтү Мирланом Орозбаевым отправились в полномоченное представительство правительства в Волжской области. Как сообщил Орозбаев Азаттыку, они намерены уточнить информацию о том, что 400 гектаров земли в селе Киргиндан были отданы Узбекистану в обмен на другие земли в Араванском районе в 2017 году. По его словам, местные жители также требуют решить вопрос о пользовании Киргинданским водохранилищем. Они просят обеспечить равные условия гражданам обеих стран. Говорят, что границы были уточнены, президенты подписали соглашение. Мы сейчас едем к Баишу Юсупову, чтобы с нами, с местными жителями, провели разъяснительные работы. Узбекская сторона показала документы карты. Представители нашей ГРС также принесли карты, сравнили, сказал Орозбаев. Баиш Юсупов, заместитель полномоченного представителя правительства Волжской области, член комиссии по делимитации и демаркации государственных границ. 10 сентября в Араванском районе Ошской области установка ограждений на участке вокруг водохранилища Киргиндан узбекистанскими военными вызвала недовольство местных жителей.
Доля Кыргызстана в Центера Голд оценивалась в 428 миллионов, а после подписания соглашения она достигла 650 миллионов. Стоимость пакета акций Кыргызстана золотодобывающей компании Центера Голд выросла после подписания нового соглашения инвестора с правительством республики. Об этом на заседании Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Джорху Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Куатбек Буронов. Кроме того, мы получили преимущество по требованиям соблюдения национального законодательства, заявил Куатбек Буронов. Бывших членов Временного правительства 2010 года пригласил на встречу в субботу, 14 сентября, в госрезиденцию Аларче президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщил экс-член Временного правительства Азимбек Бекназаров. По его словам, ему лично позвонили из аппарата президента и пригласили на встречу к 17 часам вечера. Они сообщили, что пригласили всех членов Временного правительства, но я периодически встречаюсь с президентом. Например, в августе я встречался с ним дважды, отметил он. В списке приглашенных по предварительным данным Роза Отунбаева, Исмаил Исаков, Тимир Сариев, Эльмира Ибраимова и другие. Ранее они встречались с Омурбеком Текибаевым и Душенкулом Чотуновым, который сейчас под домашним арестом из-за пересмотра их дела. Члены Временного правительства поздравили их с пересмотром дела. Что будут обсуждать на встрече, Азимбек Бекназаров не сообщил. Жээнбеков подчеркнул важность повышения качества отборочного конкурса для судей. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял председателя Совета по отбору судей Эльмиру Барактабасову. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, касающимся деятельности Совета, сообщает отдел информационной политики аппарата президента. Жээнбеков особо подчеркнул важность повышения качества отборочного конкурса для судей. Он отметил, что во главе судебно-правовой реформы стоит человеческий фактор. В этой связи призвал при рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей судей учитывать не только профессиональные, но и личностно-нравственные качества кандидатов. Глава государства также обратил внимание на необходимость совершенствования законодательной базы, регулирующей процесс отбора судей в целях устранения отдельных пробелов. Президент добавил, что жесткие требования выдвигаются и к составу Совета по отбору судей. Необходимо обеспечить полную прозрачность его деятельности, исключить всевозможные коррупционные риски. Барактабасова проинформировала главу государства о деятельности Совета в рамках реализации судебно-правовой реформы, об эффективности проделанных работ и ближайших планах на будущее. Подписан проект по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях, который охватит 61 село. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с советником исполнительного директора Саудовского фонда развития Юсуфом бин Ибрагим Аль-Басамом. Мы рады видеть вас в республике. Выражаем признательность за содействие в экономическом развитии нашей страны, поддержку ряда проектов в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, водоснабжения, ирригации, строительстве школ и дорог. Мы рады подписанию проекта по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях, который охватит 61 село, сказал премьер-министр. Подчеркнул, что в рамках Года развития регионов президент Сооронбай Жээнбеков уделяет особое внимание вопросам ирригации, образования, обеспечения населения чистой питьевой водой. Правительство считает, что эти вопросы приоритетными. Абылгазиев отметил готовность кыргызской стороны к работе над совместными проектами и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества по линии Саудовского фонда развития. Советник исполнительного директора Саудовского фонда развития Юсуф бин Ибрагим Аль-Басамом в свою очередь выразил признательность за радушный прием. Под Карабалтой подросток без спроса взял дома авто и разбился с братом. В Джаильском районе Чуйской области в ДТП погибли двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе регионального ООБДД. 16-летний подросток без спроса взял родительский автомобиль и решил прокатиться по дороге Полтавка-Ортусу с 7-летним двоюродным братом и другом ровесника. На втором километре трассы он не справился с управлением, машина въехала в дерево. Подросток и его брат погибли на месте. Второй пассажир госпитализирован с различными травмами, сообщили в ОБДД. По факту назначенной экспертизы идет следствие. 10 сентября на город Каракол из Сыкульской области обрушился сильный ветер. Пострадало несколько домов, машин и линий электропередач. Об этом сообщил представитель Восток-Электро Эльдер Макитаев. По его словам, больше всего пострадала верхняя часть города и села, расположенные в округе. У некоторых домов и построек сильный ветер снес крышу, обломки кровли повредили несколько линий электропередач. Также пострадало несколько машин и деревьев. Они просто упали, не выдержав ветра. Сейчас работает комиссия 10 ремонтных бригад, сообщил Макитаев. Как сообщили в полномоченном представительстве правительства в Исыкульской области, сильный ветер начался примерно в 20:00 часов 10 сентября. В настоящее время сотрудники администрации области встречаются с местными жителями, о пострадавших не сообщается.
Приман Цикерти пригласил всех граждан страны в Малазгирт. Президент опубликовал послание в Твиттер по случаю 940-й годовщины победы в битве при Малазгирте, празднование, которое проходит под патронажем аппарата президента. Мы ждем всех наших граждан в Малазгирте в годовщину победы, которая стала первым шагом к цивилизации, основанной на братстве, терпимости и солидарности, которая изменила судьбу нашего народа и дала новое направление развития истории, которое будет продолжаться в Анатолии на протяжении веков, написал Эрдоган. Под посланием Эрдоган поместил видеоролик, где приглашение выражено в устной форме. Представлена форма команд Кыргызстана по гокбору для предстоящих национальных игр кочевников в Таласе, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Дизайн разработан госагентством и спортивным магазином «Биксер Спорт». Форму будут носить 7 команд из 7 областей и игроки из Бишкека и Аша. У каждого региона будет свой цвет формы. Национальные игры кочевников будут проходить с 16 по 21 сентября в городе Таласе. Для этого отремонтировали центральный ипподром. До этого Кыргызстан проводил всемирные игры кочевников, в которых участвовали больше 100 стран 3 раза в 2014, 2016 и 2018 годах. Право на проведение ВИК в 2020 году передали Турции. Сборная Литвы дома крупно проиграла Португалии 1-5 в рамках квалификации Евро-2020. Нападающий Ювентуса Криштиану Рональду сделал покер в этой встрече. 34-летний футболист забил 93-й гол в составе национальной сборной. Ему осталось забить 16 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даея, 109 голов. Кроме того, Литва стала 40-й сборной, ворота которой форварда забивал. Роналду провел 160-й матч за Португалию. До европейского рекорда 16 игр, до мирового 24 матча. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в республике в начале следующей недели, 9-12 сентября, резко похолодает. Ожидается дожди, сильный ветер, в горных районах снег. 11-12 сентября в Кыргызстане местами ожидаются заморозки до -2. Прогноз погоды на 12 сентября. В Чуйской области ночью +5, +10, днем 20-25 градусов тепла. В Таласской области ночью +1, +6, днем +19, +24. В Баткенской области ночью +8, +13, днем 23-28, выше нуля. В Волжской области ночью +8, +13, днем 23-28 со знаком плюс. В Иссык-Кульской области ночью +1, +6, днем 16-21, выше нуля. В Нарынской области ночью +1, +6, днем 16-21 градусов тепла. В Джалалабадской области ночью +8, +13, днем 23-28, выше нуля. В Бишкеке ночью +5, +10, днем 20-25 со знаком плюс.